Несмотря на то, что со времен Великой Отечественной войны минуло уже несколько десяток лет, поисковики то и дело натыкаются на отголоски прошлого. Важный артефакт – масштабная карта 9-й армии РКК, привезенная из США, является одним из документов, который подтверждает ход ожесточенных боев в Малгобекской оборонительной операции 1942-1943 годов. Участники поискового отряда передают этот экспонат 5-й школе Малгобека. Все это проект реализуется накануне празднования 75-летия юбилея, и в рамках патриотического воспитания молодежи считаем актуальным и обязательным. Вот это наше направление. Помимо того, что мы занимаемся раскопками и исследовательской работой, мы занимаемся с момента создания Центра патриотического воспитания и патриотического воспитания. У памятников 337-й стрелковой дивизии собравшиеся возложили цветы. Хава Сайтиева, гид экскурсии, рассказала участникам о Малгобекской оборонительной стратегической операции в битве за Кавказ и ее значимость в победе советских войск. Почему Малгобек? Почему? Потому что именно Малгобекская оборонительная операция 42-43 годов имела решающее значение в битве за Кавказ, которая началась в июле 42 года. Это была летняя-осенняя кампания Великой Отечественной войны. И потому что 3 января 43 года Малгобек был полностью освобожден от немецких захватчиков. Не думали, немецкая армия не думала, что именно на границе, на рубеже Малгобекской оборонительной операции что они потерпят поражение. Учащиеся школы побывали в музее боевой и трудовой славы. Ребятам рассказали о подвигах и мужестве соотечественников, показали фотографии защитников, не вернувшихся с фронта, а также ордена и медали и множество не разорвавшихся снарядов времен Второй мировой. Но больше всего ребят заинтересовало, как проводятся поисковые работы. Как мы обнаруживаем бойцов? У нас есть металлодетекторы, у нас есть щупы. Для того, чтобы найти бойца в окопе, в огневой точке, мы берем с собой металлодетектор, и металлодетектор делает влияние на металл. Если в окопе или в огневой точке находится предмет, металлический предмет, то металлодетектор на него влияет. Если на него влияет, и там начинаются раскопки. И чаще всего на этом месте бывают бойцы. Для многих преподавателей важно прикладывать максимум усилий, чтобы дети могли почувствовать и понять, почему так важно не забывать бессмертный подвиг солдат. И именно экскурсия по местам боевой славы глубоко впечатлила детей. При первом взгляде на все это они подходят к этому с большим удивлением. Дальше они начинают уже щупать, изучать наглядно экспозицию раскопки. Прежде всего им интересны вот эти экспозиция, которая временем не испорчена, которая временем напоминает о тех событиях. Вот это им интересно. Каждый гражданин должен знать свою историю своего народа. И эти такие мероприятия развивают патриотический дух. Больше всего мне понравилось вот это оружие, которое наши войска применяли в бою. В завершении экскурсии ребята посетили первую школу Вознесенского, построенную в 1939 году. Она была свидетелем ожесточенных битв в военные года. Здесь у памятника юного разведчика Володи Мордвинова, который учился в этих стенах, провели урок мужества и памяти. Во время сегодняшней экскурсии мне понравилось то, что мы посетили музей, увидели старые артефакты, вспомнили историю наших предков и узнали о мальчике Володе, который был патриотом своей страны. Проект по местам боевой славы реализуется благодаря гранту президента страны и включает в себя проведение экскурсий, уроков мужества и посещение памятных мест, где проходили бои в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.